Главная цель учений «Безопасная Арктика-2021», по словам не только представителей МЧС, но и научного сообщества, это эффективное взаимодействие между учеными и всеми ведомствами, обеспечивающими безопасность жителей республики в период катаклизмов. Так, в рамках учений было привлечено более 40 докладчиков, выступивших по вопросам изменения климата в Якутии, лесных пожаров и мерзлотоведения. Я хочу отметить, что в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина МЧС было поручено организовать комплексные межведомственные исследовательские учения, которые проходят по территории 7 субъектов Российской Федерации, которые включены в арктическую зону. На территории нашей республики они проходят на территории 13 районов. Так, в будущем учения помогут МЧС быстрее реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. Кроме того, будут отработаны и механизмы их прогнозирования. Вот я сегодня говорил, что спасать и помогать мы научились хорошо. Но надо выходить на более высокую ступень реагирования и стараться предугадывать и предупреждать. Но это о главной цели безопасной Арктики для специалистов. Бонусом же для жителей Якутска стала выставка техники МЧС и ведомственных служб. Здесь каждый смог не только залезть в кабину пожарной машины, но и примерить на себе полное обмундирование спасателя. Значит, здесь мы представлены машины пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц, 2 единиц ГИМСа и службы спасения Республики Саха-Якутия и также поисково-спасательного отряда. Из стоящей здесь техники на данный момент ИВЕКа, вы видите образец КАМАЗ, они привлекались для тушения населенных пунктов пожаров, которые произошли в Республике Саха-Якутия. Большой популярностью на выставке пользуются и местные производители. Например, данный вездеход будет правильнее назвать снегоболотоход. Запас хода у такой машины по бездорожью составляет около 400 километров, а стоимость стартует от 1 миллиона 170 тысяч рублей. Техника называется правильно снегоболотоход «Сокол». Представлены здесь 2 модели – «Сокол Про» и «Сокол Плюс». Данные машины в основном применяются в отсутствие бездорожья, как говорится, на территории нашей республики. Конечно, на первом этапе мы выпускали порядка 3-4 единиц в месяц. На данный момент мы добились результатов в 10 единиц в месяц. Тем временем в рамках мероприятий проекта «Безопасная Арктика» пройдут учения при аварийной посадке воздушного судна в аэропорту Тикси и природного пожара в его окрестностях. В целом же на территории задействованных регионов во время маневров отработают 12 сценариев возможных ЧС. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск.